Древнее царство Пуле в районе Уйгурского озера Баркол. Уйгурский народ за свою долгую историю создавал множество государств, объединял и ассимилировал множество народов. В истории западного Уйгурского края точное количество древних государств всегда вызывало споры. Кто-то говорит о более чем 50, кто-то о более чем 80. Но сегодня самой известной версией остаются 36 государств западного Уйгурского края. Однако можно с уверенностью сказать, что их было не только 36. Сначала они были завоеваны хунны, затем оказывались то под влиянием хан, то хунны, а некоторые существовали самостоятельно. Многие из ранних уйгурских государств просуществовали дольше, чем империя хан или хунну. Древнее уйгурское государство Хатан существовало более 1200 лет и вошло в Кашгарское ханство лишь в XI веке. За свою немыслимо долгую историю оно пережило все тюркские государства и все династии Китая. Могущественную империю хан, эпоху Троецарствия и Цзэнь, династию Сой, империю Тан, 5 династий и Северный Сун. То же самое и государство Пуле. Также исчез этот бывший гегемон Восточного Тиньшаня. И куда делся народ Пуле? Согласно историческим записям, до прихода ханских сил в западный Уйгурский край из-за ухудшения отношений между хунну и усунами Пуле стали объектом мести. После того, как хунны вошли в район озера Баркол, около 6000 пулейцев были вынуждены мигрировать на запад, что в истории названо государством Аре. Согласно исследованиям ученых, оно находилось на территории к северо-востоку от хребта Богда. Происхождение названия Мулей – это китайская транскрипция слова Пуле на языке хунну. Тогда же часть пулейцев влилась в состав хунну в качестве рабов. После ухода основных сил хунну из района озера Барколь они создали здесь государство Чешуя, и Пуле стало его частью. В 71 году до нашей эры хунну постигла редкая снежная катастрофа, нанеся огромные потери. Одновременно усуны, динлины и ухуаны атаковали их, что сильно ослабило их мощь. Император Суанди династии хан воспользовался этим и отправил 5 генералов с войсками на север для атаки на хунну. Генерал Джара Чунго повел войска к ставке князя Хунны в район озера Барколь. Захватив множество солдат, Искот занял район Барколь и Чешу, открыв восточные ворота западного Уйгурского края и путь к степям Усуни. С тех пор Джара Чунго стали называть генералом Пуле. В 60 году до нашей эры князь Хунну сдался империи хан, и ханцы основали протекторат западного края Величина. При поддержке хан государства Пуле было восстановлено. Затем, пока силы восточных хан снова не вошли в западный Уйгурский край, Пуле постоянно переходил из рук в руки между хан, хунну и чешу. К тому времени, когда северные хунну мигрировали на запад, династия Восточных хан сменилась беспорядками эпохи Троецарствия. Это время западный Уйгурский край последовательно контролировался древними уйгурскими государствами Хатан, Куча, Карашар. Пуле в основном растворились среди них. В 630 году династия Тан основала в районе Хами протекторат Западную Чору, а через 6 лет переименовала ее в Чору, административный центр которого был установлен в городе Хами. Таким образом, центр Восточного Тиньшаня постепенно сместился с района озера Барколь на юг, в район Хами, а государство Пуле постепенно исчезло в реке истории. На протяжении всей истории Пуле с момента его возникновения находился между двумя крупными силами. Сначала усунями и хунну, затем хан и хунну, пока окончательно не перешел к уйгурскому каганату. Здесь в древности была первая остановка для ханцев, выходящих через заставы на северный путь Тиньшаня, а также ключевой путь для хунну, двигавшихся к усуням на запад и контролировавших тогда западный Уйгурский край. Здесь горы окружают со всех сторон, и только 2 прохода, восточный и западный, соединяются с внешним миром. Выйдя на восток через ущелье, можно попасть в Хами, коридор Хэсси, древний торговый путь Лунчен и Хухота, а на запад через Баркульскую котловину, в Мулей и Урумчи. Поэтому даже после переноса административного центра в эпоху Тан это место не было заброшено. Его чрезвычайно важная стратегическая ценность в конечном итоге заставила династию Тан разместить здесь заставу. Однако, после появления уйгурского каганата, весь регион Центральной Азии перешел под полный контроль уйгуров. Из-за яркого культурного наследия, важной стратегической ценности, прекрасных древних легенд или далекого звона караванных колокольчиков, Пуле в конечном итоге соединились с одним шелковым путем и сохранились в мире под именем Уйгуры,
содержащим особый культурный код. Таким образом, те некогда загадочные государства западного уйгурского края не исчезало, а входили в состав новых уйгурских государств, пока, наконец, окончательно не вошли в уйгурскую автономию. А народы, такие как Пуле, влились в единую уйгурскую нацию.